В современной России профессиональные союзы появились еще в 1992 году. В Ингушетии же они функционируют только с начала 2000-х. Сегодня в региональную структуру входит около 13 тысяч человек. Цифра эта небольшая, но эти люди принимают реальное участие, решают острые проблемы, которые волнуют работников различных сфер деятельности. В феврале после встречи с главой республики он нас очень поддержал. И был издан указ в апреле месяце о взаимодействии с профсоюзами. То есть руководство республики взаимодействует с профсоюзами. И на данный момент мы активно сейчас работаем над созданием новых первичных организаций в регионе. Ну и впервые в нашей республике депутаты нашего парламента, то есть Народного собрания, подготовили проект закона о профсоюзах. Решение трудовых споров, защита прав сотрудников и льготы. В приоритете деятельность, связанная с охраной труда и техникой безопасности. Профсоюз сегодня – единственная общественная организация, способная по законодательству страны представлять интересы и защищать права работников. Постоянно участвуем в комиссиях, где происходят несчастные случаи, защищаем работника. То есть если он не виноват, мы защищаем его права. Далее социальное партнерство. С нами сотрудничают очень много партнеров, которые хотят с нами работать. То есть периодически к нам добавляются новые первичные профсоюзные организации, потому что они чувствуют защиту. То есть если есть в организации профсоюз, значит есть и сила. То есть можно многого добиться. Казалось бы, профсоюзы – это пережиток советского прошлого, но нет. В Ингушетии идет возрождение этого движения. Сегодня в регионе существует 9 отраслевых союзов. Заповедник Эрзи к нам подключился, этот фонд социального страхования подключился. Сейчас нам многие звонят, мы просто физически даже не успеваем. Но мы над этим работали, мы очень хотим поднять членство профсоюзного движения в республике, поэтому очень рады всем, кто к нам подключается и готовы защищать права наших работников. С недавних пор в регионе действует и молодежный совет Союза профобъединений. Он проводит информационную политику, разъясняя трудящимся их права и привилегии. Я как председатель молодежного совета занимаюсь поддержкой молодых специалистов, их раскручиванием, соответственно, поднятием их профмастерства. Мы проводим соревнования, также взаимодействуем с другими организациями, с волонтерами, медиками, с другими волонтерами, например, Победы, соответственно, и проводим разного рода мероприятия. Последние наши в этом году мероприятия это были 1 мая. На 9 мая мы также участвовали, организовывали мероприятия. Сейчас летом мы собираемся проводить спортивные соревнования. Создать профсоюз может любой работающий гражданин с 14 лет. Для этого нужно найти 2 единомышленников и провести заседание, принять устав и выбрать председателя. Тамара Хшагульгова, Магомед Дарсигов, Новости 24.